Строящийся в Ингушетии завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования сегодня посетил заместитель министра торговли и промышленности России Дмитрий Овсянников. Он осмотрел объект в сопровождении главы Ингушетии. Здесь трудятся в основном жители Малгобекского района. Продукция завода будет востребована на рынке. Годовую прибыль ожидают порядка 800 миллионов рублей. В сопровождении главы республики гости с федерального центра знакомятся со строительством завода, возведение которого начато в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Ингушетии». По производству энергосберегающих приборов оборудование закуплено 100%, находится на территории республики. Вот по завершению строительно-монтажных работ на этом мы начнем сразу же монтаж оборудования. Это сэндвич-панели везде, да? И сэндвич-панели тоже, вот они сегодня уже первые поставки должны начать. То есть скорость возведения у вас резко возрастет. Увеличили, да. И до конца апреля мы полностью завершим строительно-монтажные работы. На объекте уже возведено одно здание и обустраивается свайное поле под производственный цех. Основанию зданий, учитывая особенности местной почвы, тут уделяется особое внимание. Застройщик задействовал большое количество техники и рабочей силы, чтобы уложиться в сроки. В общем, по площадке у нас около 200 человек работает, да, включая инженерно-технический состав. А сколько зданий предусмотрено в комплексе? Основные административные здания, производственные здания и малые постройки – это КПП, котельная и подстанция. График поставки оборудования у нас уже согласован с поставщиками, уже часть оборудования оплачена. И, соответственно, строительно-монтажные работы к моменту поставки, у нас все будет готово. Трудятся на объекте преимущественно жители Малгобекского района, а учитывая специфику будущего производства, для него уже выбрана самая современная и надежная система противопожарной безопасности. Пожарная сигнализация, видеонаблюдение, СКС, контроль доступа. Вот эти все системы мы тут сейчас практически заложили кабель. Сейчас после отделочных работ мы приступим уже установки оборудования. Этот завод будет иметь очень важное значение и для экономического развития нашего города, и, конечно, для обеспечения людей рабочими местами. Предприятие планирует выпускать в год около 300 тысяч светильников и 400 тысяч филаментных светодиодных ламп. Плановый доход – 800 миллионов рублей. Консультационное сопровождение этого проекта осуществляет Министерство промышленности и торговли России. Как известно, производство энергосберегающих светильников является приоритетным направлением светотехники. Этот объект планируется сдать к концу 2016 года, и после ввода его в эксплуатацию появится 600 новых рабочих мест. В целом стоит отметить, что промышленность в нашем регионе развивается успешно. Вероятно, это и стало поводом для визита столь высокого гостя. Учитывая актуальность политики импортозамещения, введение в строй этого завода позволит полностью занять рынок филаментных светодиодных ламп. Ведь это единственное подобное производство на Северном Кавказе. Хава Султыгова, Асан Героев, Новости 24.